Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Исянмесез, дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня для вас, как всегда, новый рецепт. И поможет мне в этом ведущий хит-парада «Музыкаль Дистя» на телеканале «Татарстан. Новый век» Рустем Гайзуллин. Каршы алабыз, встречаем! Рустем Гайзуллин – актер, диджей Болгаррадиуса, телеведущий «Музыкаль Дистя». Родился в Казани, окончил татарскую гимназию номер 13, а затем Казанское театральное училище. Профессиональную деятельность начал в татарском театре юного зрителя имени Кариева. С 2006 года Рустем Гайзуллин работает в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Параллельно ведет чак-чак-шоу на Болгаррадиуса и хит-парад «Музыкаль Дистя» на телеканале ТНВ. Салям, Рустем! Салям, Руслан! Наконец-то и ты пожаловал к нам в программу. Да, слава богу. Привет, дорогие друзья. Ну, как всегда, уже все приходят не с пустыми руками. Я тоже решил прийти с куштянашами, Руслан. Если позволишь, первый... Ага. Это, ты как знаешь, я работаю еще и в театре, помимо «Музыкаль Дистя», да? Это вот такой памятный тебе подарок. Здесь... Ого, пригласительный до конца 2020 года. Абонемент. Абонемент. Ну, здесь, сам понимаешь, ну, календарики, все остальное, журнал о нашем театре. Рахмет. На Привет театру. на досуге почитаешь. Ну, а здесь от Болгаррадиуса традиционная кружка. Я думаю, тоже будет уместно здесь на кухне. Ну, не знаю, как размерчик, конечно, Руслан, но и футболка Болгаррадиус тоже тебе в подарок. Вот они, эксклюзивные подарочки. Рахмет. Привет всем нашим слушателям, болгаровцам. Да. Большое спасибо за подарки. Но, как всегда, лучший подарок – это оригинальный рецепт. Что мы будем готовить, Рустем? Руслан, ты не поверишь, мы будем готовить мясо. Мясо люблю, уважаю. Давай. Ну, заметно, да. Я тоже люблю мясо, причем очень. Так, мясо мы будем тушить с овощами. И гарниром у нас будет токмаш. Лапша. Лапша, да. Ну, Такой современный токмач, видите, в такой обработке. я всю ночь накручивал на бигуди. Ну как ты на радио всем лапшу на уши вешаешь, вот то же самое. Да, именно так. Я начинаю с овощей. В первую очередь нужно пропассеровать лук. Лук. Ага, пару. Кстати, 90% наших блюд здесь начинается с того, что мы режем лук. Потом плачем. Ну куда? Татарской кухни без лука не бывает. Да, ну я не люблю крошить и нарезать морковь с луком, поэтому я попрошу тебя терочку, чтобы... Терочку? Да. Морковь я буду делать все через терку, а попрошу тебя накрошить лук. Мелко? Как хочешь, можно Как и хочу. мелко? Да. Окей. Приступим. Так, бисмилляхи рахмани рахим. Бисмилляхи рахмани рахим. Кстати, татары, когда так говорят, блюдо получается вкусным, Да. исключительным, замечательным. Ну, Кстати, поехали. я думаю, тоже так же будет. Исключительно вкусным, хорошим, Питательным. питательным. Ну, так красиво говоришь, а неужели вот в такой степени красиво готовишь и вкусно? Расскажи-ка нам. Нет, знаешь, я в принципе вообще не готовлю. Во-первых, не особо-то и умею, это к тебе на заметку, да? И, ну, особо времени нет, чтобы готовить. Ну как, у тебя все-таки вот потом двое я- детей, жена. Неужели ни разу не Вот кормился? именно, не зря женился, Руслан. Ну, а вот все-таки блюдо номер один какое у тебя? Все-таки картошка? Под знаком, под номером 1 блюдо у меня манты, шпишмак, беляш, плов, солянка. Это один, да? Это только один еще. Ну, в гостях сегодня у нас гость, который больше любит покушать, чем готовить, я так понимаю, да? Да, ты прав, Руслан, люблю покушать. Готова у нас морковь, лук. Начинаем пассеровать. Да, Ну, я думаю, стандартно здесь подсолнечное масло. да. И вот ты знаешь, что, оказывается, пассеровать нужно сначала лук? Сначала отдельно. Да, начать с лука, оказывается, нужно. Начинаем. В чем секрет, расскажи. Секрета не знаю, но у меня мама повар. Да, уже более Вот 30 с лет. этого там надо прошел. было начинать. И не знаю, почему. Я всегда сначала пассеровал морковь. Думал, морковь же как бы тверже. Пожестче, да? Да, пожестче. Оказывается, нет. Пассируется лук дольше. И именно поэтому сначала лучок, потом уже морковку добавляем туда. Ну, я, наверное, пока можно начну баклажан. Баклажаны. Да. Так, давай поменяем досочки. Давай. Так. Рустем, вот раз у тебя мама повар, да, у тебя не было тоже желания стать вот известным, например, тоже поваром в каком-нибудь ресторане работать, вкусно кушать всю жизнь? Почему пошел в актеры? Я и так всю жизнь вкусно кушал. Как-то не задумывался, даже не думал, не планировал о том, что можно стать поваром, да.
Почему пошел в актеры, не знаю. Это, как всегда, как бы банально это не звучало, это, наверное, призвание. Как-то само все пошло, там, в детстве, там, пытался хотеть в карате, ушу, самбо, туда-сюда походить, да, спорт. Больше привлекло, как бы, танцы, хореография. Ходил, у нас такие знаменитые были танцоры, Кретовая семья, у них был ансамбль «Молодость» назывался. Вот мы под подготовительную группу ходили, с детства танцевали, на всех праздниках участвовали. Потом думаю, что-то мне нравится на сцене, слушай. И в 15 лет поступил в Казанское театральное училище. Как правило, наверное, многие, когда поступают, сдают экзамены, как-то волнуются, из переживания. А нет, я был очень маленького роста. И не такой пузатый еще, чуть-чуть телосложение было попроще. Никакого волнения при поступлении, я был уверен, что я поступлю в любом случае, потому что я думал на тот момент, что театральное училище без Рустема никак не может вообще существовать. На все 100% был уверен. Ну и, слава богу, поступил. У нас такая... Не знаю, поговорка или нет, такое выражение есть, когда студенты поступают на первый курс в театральном училище, они чувствуют себя народными артистами, на втором курсе уже заслуженные, на третьем просто актершки, на четвертом курсе уже выпускаясь, понимают то, что как много еще нужно узнать. Вот как раз дошел до этого четвертого курса и выпустились, и причем такая интересная история была. Нам вручают дипломы, и в этот день у нас такая Мария Васильевна была на вахте. Она трубку брала, сюда телефон, тогда, театральное училище! Да, трубку берет и, значит, вызывает меня на вахту к телефону. На том конце провода такой вопрос. Рустем, а почему вы не вышли на работу? Я говорю, подождите, куда какая на работу, да? Куда на работу? Это, оказывается, был звонок с татарского ТЮЗа. Ныне этот театр уже имеет звание имени Габдуллы Кариева. Ну, на следующий день буквально пошел в этот театр, приняли, взяли и начал работать в татарском ТЮЗе. Актер, зайчики, медвежата. Все было твое. Да, тебя добавляют пока? Да, уже можно уже, да? Ну, представляешь, что такое татарский ТЮЗ. Очень хорошо проработали мы там 3 года. Причем с супругой я своей познакомился в театральном училище. Ну и как раз вместе пошли работать вот, в татарский ТЮЗ. 3 года проработал, потом перешел в театр Тинчурина. Сейчас там все еще и работаю. Можно мне, пожалуйста, миску с водичкой? Она уже готова? А уже готова? Для чего мы используем миску с водичкой? Расскажи. Опять же, я не знаю, почему, для чего и зачем, но мне жена сказала, что нужно выдерживать баклажан в воде, в соленой, чуть-чуть. Так, давайте воду добавим тогда. Да, соли нужно Немножко чуть соли. добавить. Чуть-чуть. Да. Так, размешаем. Да. И баклажанчики, прежде чем будем добавлять в блюдо, мы в соленой воде Выдерживаем. дадим им отстояться, да, выдержим их. Вот, ведь вот он какой театрал. Видите, все так тонко, все профессионально. Опа. Итак, баклажанчики пока у нас в соленой воде. Да. Что дальше? Что дальше? То перчик, наверное, возьмем. Перчик. Да, болгарский перец. Что из театральной жизни вот можешь вспомнить интересного? Какой-то спектакль, я не знаю, гастроли. Этого уйма и куча этих гастролей, спектаклей. Какие-нибудь байки театралов, их же всегда бывает у вас. Ну, не все можно рассказать в эфире. В основном большинство и не расскажешь, да? Да. Ну, могу сказать, что интересного в театре, в закулисье театра очень много. Очень интересно, когда вот только приходишь в театр, молодой актер, в принципе, еще ничего не понимаешь, что такое театр, и когда уже взрослые, именитые артисты за сценой там дают свои советы уже. Помимо того, что поставил режиссер, допустим, вот, знаешь, НМ. да. Сделай вот так вот. Нет, Глазом моргни. никто никогда так не говорит. Это, обычно говорят, ну, блядь, я бы вот сделал бы вот так вот, например, да? На твоем месте. Да, и ты думаешь, ну как уж, послушаешься, как не послушаешься. Ну и сделаешь по-своему. И очень страшная вещь на сцене в театре. Это вот бывает такой момент, когда вот просто ничего смешного, но вот с партнером посмотрел друг другу в глаза и все, начинаешь смеяться. И начинаешь смеяться. Да, это вот очень страшно, очень серьезно и очень сложно остановиться. Даже невозможно, я бы сказал. И когда мы даже еще учились в театральном училище, наш мастер, основной мастер, скажем так, заслуженный артист России, народный Татарстана, Ильдар Хайруллин, актер театра Камала. Он одну фишку научил. Если, говорит, начинаешь смеяться на сцене, то если, вот так, говорит, на палец смотришь, вот так вот. И все. Ну, и отвлекаешься, как бы, наверное. И все, перестаешь смеяться. Мы сегодня всю программу смотрим на палец, не смеемся, не Мы отвлекаемся. очень серьезные ребята. Потому что готовим очень серьезное блюдо. Да. Как оно называется, напомним нашим телезрителям.
Руслан, я ждал этот вопрос, но мы сейчас что-нибудь придумаем. Татарский вариант надо такой придумать. Тамлеит. Тамлеит. Музыкаль тамлеит. Пусть будет так. Музыкаль тамлеит. А мы продолжаем. И напоминаю, сегодня у нас в гостях актер, телеведущий, радиодиджей Рустем Гайзуллин. Как я объявил. Прям И рахмет. готовим мы сегодня блюдо, которое называется... Тамлеит яшель шаблан хам тукмош, блин. Вот так вот оно называется, дорогие друзья. Что у нас здесь происходит? Пассируется здесь у нас морковь и лук. Осталось совсем немного. Мы порезали болгарский перец. Здесь у нас баклажанчики в соленой воде отмачиваются. Осталось еще нарезать мясо и овощи. Да, еще чуть-чуть? Ну, мясо, я думаю, у нас уже никуда не убежит. Ну, куда оно? Поэтому помидоры и зелень бы нам сейчас также порезать, Так, накрошить. давай, я зелень. Давай. А я помидоры, наверное, да? Так. Рустем, давай вернемся на несколько лет назад и вспомним, как ты попал на наше любимое радио Болгар Радиуса. Я даже себе представить не мог, что такое радио и что такое жизнь на радио, что такое работа на радио. Директор радио Ильнур Фейзрахманов, это был конец 2011 года, декабрь или ноябрь. Поступил звонок от него и говорит: Рустем, не хочешь вот так вот поработать в новом проекте на радио? Конечно, хочу! Ну, вот так вот и как бы пошло. Мы начали работать 2 января, подчеркиваю, 2 января 2012 года. А ведь это тяжело очень. Это было не то, что тяжело, это было необычно для меня. И начали работать, ну, как, наверное, все какие новые проекты у нас сначала не особо получалось. Народ сразу не принял, ну, потому что у нас менталитет, татары все-таки как-то спокойно все любят, да, чтобы было татарща, матургана, так, не спеша, аккуратненько. И вдруг тут на радио, привычное радио, еще вот до этого было Янгагастер радиуса, и как раз тоже с 1 января 2012 года это уже Болгар радиуса, и начинается тут неожиданно проект Чак-чак-шоу на Болгар радиусе. Шак-шак-шак-шак-шоу. Это наш джингл такой, да? Ну, как я уже ранее говорил, что народ особо не воспринял, но поступали даже письма, звонки, то, что зачем, кто такие, что за непонятная передача. И потом, спустя, скажем, полгода, начали приходить письма и звонки поступать от тех же людей, но уже с благодарностью. Частенько приходят нам еще и куштанаши. Куштанаши? Да. Ну, бывают и чак-чаки, там, варенье присылают, там, губадию, белеш. Слушатели любят, наверное, поэтому куштанашлар живет. Так, Рустем, практически все мы нарезали. Зелень, помидоры. Остается Хочу мясо. Хочу мясо, да. Мясо халяль, говядина, свежее. Давай половинку мне. Так. Так. Ого, как прям. Крупными кусочками ты вот Да, считаешь? крупными. Вот. Ну, я думаю, кусочек. все так и будет. Вот крупные кусочки закидываем. Так, режем, да? Бисмилляхи тут. Бисмилля, обязательно. Рустем, давай вспомним, как ты попал на телевидение. На Наш любимый телевидение. канал ТНВ. Да, Янгагастер, телерадиокомпания Сетахдимита. Вот, почти как на работе уже. Да. Ну, как попал на телевидение. Также позвонили. Да, Попросили. кстати, также позвонили, да, и предложили. Помнишь, наверное, проект тоже на ТНВ «Жемгакища» концерты, да? Пригласили быть соведущим. Ну, я опять же не отказался. Как можно от такого отказаться? С удовольствием согласился. Несколько раз вот как раз вели вместе с Замирой, с Алией, с Данером «Жемгакища» в пятницу вечером. Хороший концерт, народ очень нравился всегда, народ было много. И почему говорю, что народ было много? Потому что всегда приятно работать На полный зал. Да, на полный зал. Это что в театре, что концерты. Когда полный зал, это когда идет отдача, когда идут аплодисменты. Это для артиста это высшая награда. Это вот, как есть татарская поговорка, это «нанькунгля берсияк». Вот переведу, не знаю, сейчас правильно получится смысл, нет, дословно. Радость собаки от накосочка. То же самое, это вроде такая небольшая вещь, аплодисмент, а Но зато- воспринимается это просто... Вот аплодисменты тебе дали. Спасибо! Что делаем с мясом? Сейчас уже... чесночок забыли, Чесночок. Руслан. Да. Мы вот его почистили.
3 головки чеснока, я думаю, будет достаточно. Предостаточно. Мелко-мелко? Мелко-мелко. Вот мелко-мелко я не умею, Руслан, так что ты Давай. поможешь мне. Ну, а ты мне расскажи, вот кому пришла идея создания хит-парада и как ты в него попал? Ну, изначально хит-парад «Музыкаль Дистя» — это родийный проект. На радио сначала только был, потом он стал телевизионным. Уже несколько лет идет на радио. И в апреле месяце как раз был первый эфир на прошлом году? телевидении. Да. Но без меня. Где-то, наверное, с лета я присоединился в состав ведущих хит-парада «Музыкаль Дистя». Ну, а в чем отличие вот вашего хит-парада от других? Ну, во-первых, у нас нет никаких там подтасовок. Ну, кстати, нигде нет, наверное, я не знаю, конечно. Нигде нет, да, скажем так. Но народ, зрители голосуют, именно зрители. Если до этого, когда проект только начинался, голосование шло во время песни, допустим, 3 минуты дается. Кто И проголосовал, в тот проголосовал. В течение 3 минут только набирались голоса по телефону. А сейчас мы еще и по СМС собираем голоса. И не только во время песни, а на протяжении всей недели. Допустим, неделю идет голосование, в субботу мы останавливаем голосование, делаем итоги, потом следующая неделя продолжается, и потом уже подводим итоги за месяц. Первая тройка победителей за месяц автоматически становятся лауреатами национальной музыкальной премии «Болгар Радиуса». «Болгар Радиуса» милли музыка премия лауреатлары Булалар. Который, кстати, прошел этот гала-концерт в декабре. Да, первый Прошел на декабря. ура. Отлично просто прошел. Аллах ашкар, для ТНВ это был новый проект тоже. Это было так серьезно, готовились, волновались, как все это пройдет. Весь твой коллектив хит-парада «Музыкаль Дистя» хочу поздравить. Вот сейчас в апреле, совсем скоро, вам исполняется год. Да, Вашему да. хит-параду Да. «Котлыбас». Желаем, чтобы ваш хит-парад был всегда номер 1. И в нем Спасибо. были лучшие песни и наши лучшие татарские звезды. Молодцы. Спасибо, Рахмет. Так Рахмет. держать. Мы будем сейчас собирать наши блюда, я так понимаю, да? Да. Для этого берем наш любимый казан. Всеми любимый причем. Да? Да. Сейчас мы поставим максимальный огонь и расскажи, вот что, как будет происходить. В первую очередь лук и морковь, которую мы пассеровали. А масло добавляем туда еще? Нет, ни в коем Без случае. масла. Ни в коем случае. Итак, отправляем пассерованный морковь и лук. Да, это будет, так скажем, платформой для мяса. Платформа. Да. То есть у нас слоями будет, да? Да, блюдо? да. Именно шулай. Так, разравниваем. Именно шулай, так. Так, потом, можем сделать один слой мяса. Давай. Давай. Закладываем первый слой. Так. То есть надо мясо разделить нам на 2, да? Так, отлично. Ну вот, первый слой. Сейчас еще немножечко. Получился. Дальше. Дальше помидорчики. Все выкладываем. Да. Все помидоры. Пассерованный лук, морковь, мясо, помидоры. Да, и уже, я думаю, можно чуть-чуть и посолить. И поперчить. Так, сига барыш. Потому что мимбарыш. Потому что мин барыш. Так. Особо увлекаться уже пока не будем, да? Так, какой Увлекаться слой? не будем. Увлекаться не будем. Какой слой следующий? Следующий слой баклажаны. Баклажаны, которые мы отмачивали в соленой воде. Мы их выкладываем. Слушай, с собой удобно готовить. Так, есть. Мясо. Будем солить? А они хотят в соленой воде, не надо, наверное. Да. Так, Мясо. баклажанчики. Последний слой, давай, выкладывай, я посмотрю немножко. Все-таки Давай, все-таки мне тоже придется поработать, да? Так, это будет последний слой мяса. Да. Давай немножко мы его поперчим, посолим. Давай, Руслан. Давай. Бисмилля ар-Рахман ар-Рахим, чтобы все было вкусно. Да. Так. Обязательно. И в следующем хит-параде 11 место займет блюдо Рустема. Так, и остается у нас перец еще. Да, перец и чесночок. Чесночок. Чесночок когда? Давай сейчас прям, на да, мясо. на мясо. Так. Сармсак. Вот так он придаст мясу такой Я восхитительный думаю, ароматный зелень вкус. тоже можем Давай, ставить и на зелень, мясо. конечно. Такое красивое получается у нас блюдо. Красивое-то красивое. Только... Блюдо мясом не испортишь, Рустам, не переживай. Так, Ну и финальный слой. Перчик. Добавим перчика. Давай. А вот так вот прям. Вот так вот, разноцветного, красивого, да. Опа. Ну и Все мотор болсын, Мотор аккуратнее. болсын, Да. тәмле болсын, файдалы болсын. Да. Итак, немножечко соли, Ну это уже по твоему, Да. по вкусу. немножечко перчика с закрытыми глазами. И сколько это должно томиться на огне? Я думаю, минут 40 как минимум, да? Мы посмотрим все это по ситуации, закрываем крышечкой
И остается у нас отварить наши макароны, токмач. Ну, это совсем легко и просто, я думаю. Ну, сейчас мы поставим воду, опустим туда токмач и будем ждать приготовления основного блюда. Тәмле ит. Баклажаны нарезали кружочками и замочили в холодной подсоленной воде. Мясо, помидоры, сладкий перец нарезали кубиками. Измельченные репчатый лук и морковь слегка обжарили на растительном масле. Все подготовленные ингредиенты выложили в казан слоями. Сначала платформу из лука с морковью, сверху первый слой мяса. Затем выложили помидоры, баклажаны, снова слой мяса, чеснок, зелень и в завершении слой сладкого перца. И поставили томиться на медленном огне до готовности. Отдельно в подсоленной воде отварили лапшу, токмач. Выложили на тарелки и в центр добавили тушеное с овощами мясо. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Заходите к нам, выкладывайте фотографии своих блюд, выкладывайте свои рецепты и готовьте вместе с нами. Дуслар, мы положили уже нашу вкусную лапшу токмач. И сейчас открываем черный казан. Аллаха тапшырдык. Опа! Замечательный аромат. Я готовить с тобой рад. Ох ты, Стихотворение Руслан. пошли. Давай скорее тарелку, брат. Сверху прямо на лапшу мы закладываем вот такую красоту. Ай-яй-яй. Бульончик тебе нужен? Обязательно. Прям на лапшу. Прям вот на так. токмач, ага. Вот так вот. Держи, эта тарелка будет тебе, Рустам. Спасибо. Так, и мне побольше мяса. Заливаем бульончиком. Но вот я уже сразу смотрю на это блюдо, да? Вот получился бульончик такой исключительно из овощей. Да-да-да, в собственном настоящий, соку. в собственном соку. Ну, приятно. Приятно творить с профессионалами, но еще приятнее это блюдо попробовать. Давай, Дустам, бисмилля рахман рахим. Да. Хочется Я попробовать бульончик. прежде всего бульончик, да? Все-таки, когда не добавляешь воду, бульончик получается шикарным. Да. Ну и самое главное, надо попробовать мясо. Давай, итен кауп карык. Рустам, что-что, а мясо в этом овощном бульоне получилось исключительным, замечательным, очень вкусным и, самое главное, мягким. Но лапша, мне кажется, достойный гарнир для этого блюда. Да. Поэтому тебе твердая 5 с плюсом. Молодец! Ай, спасибо, ай, рахмат. Но у каждого блюда есть свой секрет, Рустам. И, кстати, мы сегодня готовили на необычном таком казане. Поэтому для тебя от нашего партнера Не может быть. Кукмарский завод металлопосуды представляет исключительные сковородки. Лучшее качество по немецким технологиям бренд Кукмара. Попробуйте и вы, дорогие друзья, попробуй и ты, давай, дорогой друг. Вот этого я не ожидал, честно. Отдавать не хочется, но это тебе подарок. Спасибо, спасибо, Руслан, большое. Рустам, еще раз тебе большое спасибо. Тебе было спасибо, весело, было очень вкусно. Хермат Дуслар сегодня с нами готовил телезвезда, радиодиджей, замечательный актер Рустам Гайзуллин. Бекзур Ахмед. Ну, Рахмат, Руслан, тебе огромное спасибо. Ну и хочется обратиться к вам, дорогие друзья, зрители. Во-первых, посещайте театры, смотрите спектакли, слушайте радио, Болгар радиуса по утрам Шак-Шак-Шоу с 6 до 10. Там будем мы с моими коллегами. Ну и, конечно, не забывайте смотреть Музыкаль 10, а также в субботу и воскресенье утром, вечером. И не забывайте голосовать. Можете посещать еще наши сайты. bulgarradio.com, это nv.ru. Ждем вас и на сайтах. И голосуйте, и смотрите, будьте с нами. До новых встреч. Сау булыс, Дуслар. Пока-пока. Не пропустите в следующей программе. Очаровательная певица Азалия Зиннет дарит всем хорошее настроение и рецепт приготовления утки по-хански. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.